Чтобы приехать сюда, никаких денег никому не нужно платить. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, куда все более таджикистанцы пытаются попасть на заработки, и хорошо ли это. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Талапшо Хапипов собирается ехать в Литву работать водителем фуры в транспортной компании. Житель Рашского района говорит, что работу он нашел без посредника через интернет. 33-летний Талапшо Ханипов в прошлом, как и многие другие таджикистанцы, выезжал на заработки в Россию. Я год работал на стройке в России. В России мигрантам зарабатывать с каждым годом деньги все сложнее и сложнее. Возможностей для этого становится все меньше и меньше, говорит наш собеседник. Талапшо Ханипов собирается в Литву в надежде на хороший заработок и лучшие условия труда. Таджикистанцам, ищущим работу в странах ЕС, он советует найти работу без посредника через интернет. В интернете можно найти адреса и контактные телефоны всех транспортных компаний. Для того, чтобы найти работу через интернет, требуется знание русского языка и пользование мобильным телефоном. Напишите в компанию, что у вас имеется опыт работы и хотите работать водителем фуры, добавил собеседник. Граждане Таджикистана в последние годы стараются выехать на заработки в страны Евросоюза или Южную Корею, где условия труда и зарплата намного лучше, чем в России. Однако таджикистанцам необходимо получить визу в эти страны. Им свои услуги в оказании помощи предлагают посреднические компании, владельцы и сотрудники которых нередко оказываются обыкновенными мошенниками. В 2019 году суд района Исмаили Самани города Душанбе приговорил 2 сотрудников компании «Гордуна» к 8 годам лишения свободы. Они были признаны виновными в том, что обещали гражданам Таджикистана трудоустройство в чешском автоконцерне «Шкода». Однако не только обещания не выполнили, но и деньги не вернули. Мигранты с опытом утверждают, что найти работу в Европе не так сложно, если не попасть в сети мошенников. Илхом Маликов уже несколько лет работает водителем больше груза в Европе и в свободное от работы время в соцсетях дает советы землякам, ищущим работу. Я им неоднократно говорил, чтобы приехать сюда, никаких денег никому не нужно платить, но потом узнавал, что некоторые платили посредникам по 45 тысяч самани, и это продолжается по сей день. Объясните им, пожалуйста, чтобы устроиться водителем фуры, никому не нужно платить, и достаточно иметь опыт работы в большой грузе и уметь работать с тахографом. Это контрольный прибор, который, будучи подключен к электрической системе автомобиля, регистрирует скорость передвижения, маршрут автомобиля, время работы и отдыха водителя. Согласно докладу Центра европейских исследований в области безопасности, мигранты из Центральной Азии приезжают на заработки в страны Прибалтики из-за низких зарплат в регионе. В настоящее время прибалтийские страны Литва, Латвия и Эстония нуждаются в рабочей силе, поскольку их граждане выезжают на заработки в более богатые европейские государства. По данным местных СМИ, водитель фуры – одна из числа самых востребованных в этих странах профессий. В интернете можно найти огромное количество объявлений транспортных компаний о наборе водителей из стран постсоветского пространства для работы на регулярной основе и в качестве подработки. Добраться до берегов Балтики не так легко, но все больше таких, как Талапшо Ханипов, мигрантов хотят попытать счастье в Европе. А как вы относитесь к такой идее? И хотели бы вы попробовать? Или пугает все то, что нужно находить самостоятельную работу в интернете? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.